Ассаламу алейкум. Хотелось бы напомнить еще одну трагическую дату нашего народа. 7-8 апреля 1995 года произошла трагедия в селе Самашки. Наверное, это будет самая первая зачистка, которая могла бы быть на территории Чеченской Республики со стороны российской армии. Той самой армии, которая до этого была советская армия, а тут в одночасье она стала российской и продолжила тот же самый геноцид, который на протяжении долгих лет творил Советский Союз. Вот. Ну, возвращаясь обратно к трагедии. Свыше 100 человек было убито в самых жутких мучениях российской военщины на территории Самашки. Там людей сжигали, людей закидывали гранатами, расстреливали, невзирая на то, что это женщины, дети, старики. Вот, российская армия показала еще в 95 году, насколько ценна чеченская жизнь. Вот. Прошло много лет, с того момента произошло много событий, но варварская политика российской армии и российского политического руководства в отношении чеченского народа вообще ни на йоту не изменилась. Все так же чеченский народ подвигается уничтожению, геноциду. Все так же чеченский народ преследуется. И самое главное, чеченский народ преследуется не потому, что мы мусульмане, не потому, что у нас есть какие-то другие цели, а лишь потому, что мы хотим быть чеченцами, сохранить свою культуру и традиции именно в том самом формате, который испокон веков как бы идет от отца к сыну. Вот. И самое главное, это чеченцы уничтожают по, по, по причине того, что мы стремимся к созданию своего государства. Если бы мы отказались от этой цели, если бы мы перестали бы стремиться к тому, что чеченский народ хочет жить, то есть в своем государстве, то Россия, наверное, давно бы прекратила творить тот ужас, который творит по сегодняшний день на территории Чечни. Тому доказательство это сопредельные республики, которые граничат с нашими землями. Ни в одной этой республике даже близко нет того, что происходит по сегодняшний день в Чечне. Так что еще раз напоминаю, сегодня очередная годовщина трагедии в Самашках. Никто не забыт, ничто не забыто. И, иншаллах, придет день, когда возмездие свершится над этими преступниками. Я всегда их называл и называю российскую армию, это террористическая армия, террористами. Самые настоящие террористы, которые сегодня находятся на территории Чечни, это российская армия и их приспешники, так называемые кадыровцы. Самое, что меня задевает, это то, что есть люди, которые пострадали от самой первой зачистки в Самашках, которые правдой и верой служат сегодня Российской империи зла, и помогают российской армии творить тот ужас, который она за последние 30 лет творит в Чечне. Но, как у нас говорится в нашем народе, цана дейлу, всему свое время. Вот, поэтому теперь я хотел бы на чеченском языке сказать. Отсдина дамел калаш Аллаху дейкал бойл, лазинчан Аллаху маршал до дитстела дати даму, ай дитсти долш дати. Инша Аллах Россия юга яна Россия
суде уатина суд хотчена борт хотчена ха семашка хил бол семашка хил изол иншаллах царях цадайк адолшкир долшты царья жоп патер долшты. Один из тех инициаторов зачистки по сегодняшний день в виде овоща лежит в постели. Он и не умер, он и не живой. Аллах сделал так, чтобы он был в этом мире, но не владел ни своим телом, ни своей речью. Вот, поэтому Аллах наказал его в этом мире. И иншаллах в судный день, когда наступит судный час, этот человек получит по заслугам и в будущем мире. Также получат по заслугам все те, кто участвовали в геноциде чеченского народа.